Игре Го уже 5000 лет. В нее играли императоры и полководцы. Лучшие стратегии мира осваивали знания благодаря игре Го. Сегодня же мы попробуем узнать азы этой игры, и поможет нам в этом 14-кратная чемпионка Европы Наталья Ковалева. Пойдемте поиграем. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Александр. Ну что, давайте попробуем научить меня играть в Го. Давай сначала поймем, что нам для этого надо. Все, что нам нужно, это доска, или по-японски это называется габан, и камни белого и черного цвета, соответственно. Есть у нас и то, и другое. Что мы делаем в первую очередь? Да, собственно, вот перед нами сейчас находится доска ученическая. Она размером 13 на 13 пересечений. Такая профессиональная доска, мы, наверное, можем ее показать. Она побольше размером, 19 на 19 пересечений. Но так как у нас задача пока только научиться, Учиться мы надо на маленькой. да, начнем с более маленького варианта, а потом уже обязательно когда-нибудь перейдем на профессиональную доску. Давайте, хорошо. С чего начинаем? Что мы делаем в первую очередь? Да, собственно, играют черные и белые. Играют два соперника между собой. Ходы делаются по очереди, как и в любой другой интеллектуальной игре. Первые начинают черные, и ходы делаются на пересечение. На любое абсолютно пересечение. Что такое пересечение? Это вот перекресток его можно назвать, пересечение линий, дорог, как угодно. Сюда, То есть сюда. Камень нам поставить на пересечение 4 квадратов. Да, можно так сказать. Или даже на первой линии, вот здесь не 4 квадрата, а 2 пересекается, как бы, да? И все равно это пересечение линий, и сюда тоже можно играть. Это как будто бы можно представить, что это остров, а это самый краешек острова. И вот главная задача этой игры – это, собственно, огородить себе большую часть острова. Не нужно, у нас нет цели разрушить полностью соперника. Есть цель только чуть больше занять территорию. Итак, первое правило – ходы делаются по очереди. И они делаются на пересечении. Например, сюда. Мой ход, да. Я сходил сюда, Я могу тоже ответить в абсолютно любое место. Могу рядом поставить, если захочу. Могу совсем в другое место сыграть. Вот, например, в точку. Кстати, эти точки называются звезды, или по-японски хоси. Они здесь присутствуют просто для лучшего ориентирования на доске. Никакой такой принципиального значения они не несут. Поэтому не обязательно их сразу, например, занимать, что чаще всего хотят делать начинающие люди, потому что звездой ты видят... от этого не станешь. Не сразу. Окей. Да. Поэтому, давайте я схожу сюда. Вы попробуйте просто Следующий ответьте. ход. Да, любой ход. Вот сюда. Например, да. От каждого камня, вот, например, от этого, отходит 4 дорожки. И каждое пересечение – это так называемое дыхание. Если все 4 дыхания будут закрыты в какой-то момент, не сразу, сразу не может быть, потому что, опять же, по очереди происходят ходы. Если окажутся все 4 дыхания закрыты, в этот момент камень снимается с доски, он погибает. Перестает дышать. Перестает дышать, он погибает, да, и мы его в данном случае храним до конца партии у себя в качестве пленного, так скажем. Это единственный вариант, когда камень тем или иным образом передвигается, так скажем, на доске или меняет свое местоположение. Вообще в Го, если вы... Ход – это как поступок. Если вы один раз его сделали, его невозможно изменить. Он уже навсегда с нами. Поэтому очень внимательно к каждому ходу нужно относиться. Я, например, схожу сюда. В данном случае... Я тут так понимаю, что сейчас вы планируете убийство моего камня, я вам могу сделать вот так, чтобы вы этого не сделали. Да, совершенно верно понимаете. Вот сейчас, опять же, было у вас всего 2 дыхания свободных, потому что 2 я успела закрыть. Когда вы рядышком к своему камню ставите еще один, это как его друг. Он прибавляет дыхание. И теперь 1, 2, 3, 4 дыхания у них становится. Они становятся как единое целое, как один большой такой камень. И если в будущем поставить еще какой-то камень, они станут еще сильнее. Но теперь, если вы перекроете все дыхания, то 2 камня. Совершенно верно. Да. Обидненько будет, ну ладно. Да, а я вот теперь, пожалуй, немножко испугаясь,
и постараюсь защититься, чтобы тоже вы не разрезали мои камни, и они не стали оба слабые. Но при этом мы же можем не обязательно вот играть на вот этих вот, я могу пойти куда-нибудь сюда. Куда угодно, абсолютно, да. И вот даже после тех правил, которые мы сейчас уже изучили, мы можем на самом деле продолжать спокойно играть. Но цель у нас в конечном итоге огородить себе какое-то чуть большее количество перекрестков или территории, все вместе. Да, ваш ход. Вот сюда я. Да. Наталья, Например, как давно вы занимаетесь го? я занимаюсь ГО с 7 лет. Это уже довольно давно, получается. Мой старший брат играл в ГО, он чуть раньше начал заниматься, и я пошла по его стопам, когда я поняла, что ГО не просто интересная игра, которая может увлекать человека, а еще и позволяет путешествовать. Потому что вот прямо сейчас мы находимся в Якутии, и я, например, нахожусь в Якутии только благодаря тому, что играю в ГО. Хорошо. Так, отвлеклись на секунду, вы поставили... Сюда камень. Я стараюсь сейчас издалека как бы напугать. Вот это ваш единственный камень. Не сказать, что я вас сейчас со всех сторон окружу, а здесь у нас край земли. Тут бежать некуда. Вот, например, если вы сходите сюда, дальше сюда уже нельзя сыграть. Здесь уже нет доски. Поэтому здесь как-то нужно, если бежать, стараться окружить часть доски. Например, угол можно окружить, постараться и поставить где-то в этом районе, чтобы вот этому черному камешку не было так одиноко, когда на него нападают сразу два белых. А еще меня очень напрягает то, что все происходит на моей половине доски. Я хочу сходить на вашу. Доска симметрична. И, например, там вот этот и этот ход, они в начале партии абсолютно равноценны. Или там этот и этот ход. Поэтому, да, конечно. И мне тоже даже стало как-то обидно за мою часть доски. Попытаюсь ее как-то здесь оградить. Вот в данном случае белые, видно, что настроены, они строят как бы стену здесь. И тем самым пытаются вот эту часть доски себе огородить и сказать, это наша доска, это наша территория. А черные в основном... Мне надо либо защищаться, либо врываться в рушить планы по постройке стены. Да, есть две стратегии. Либо просто пытаться огородить себе часть доски больше, чем белые пытаются огородить. Либо, если более агрессивный стиль игры, нужно вторгнуться в предполагаемую белую часть доски и разрушить ее. Это... Ну, мы не ищем легких путей, поэтому давайте вторгаться. И Хорошо. И сразу так с нападением. Ну, давайте попробуем. Давайте так попробую с этой стороны сходить. Сколько времени прошло у вас от того, как вы в первый раз взяли в руки камень и завоевали какой-то первый чемпионский титул? Наверное, 2-3 года. 3, наверное, года. В 10 лет я выиграла впервые первенство России в категории до 12 лет. Говорят, что ребенка научить играть в ГО проще, чем взрослого. Правда ли? Я, честно говоря, не думаю, что проще. Я думаю, что одинаково, и это зависит в первую очередь просто от человека. Кому-то это больше подходит, у кого-то есть, наверное, все-таки более математический склад ума, это ближе. Кому-то, я думаю, примерно одинаково. У детей выше потолок, так скажем. Они с гораздо большей вероятностью могут стать чемпионами в будущем. Я вот вижу, что мой черный товарищ находится в тяжелом положении. В очень тяжелом. Давайте порассуждаем. Вот можно ли помочь? Вот давайте в данной ситуации. Да, если я поставлю сюда камень. Да, вот сейчас у этого камня всего одно свободное дыхание. Если я поставлю камень, то будет два. Да. А дальше пытаемся думать, следующий ход будет после этого, куда сходят белые. Как вы думаете? Вот прям можно попытаться представить в голове. Наверное, сюда, тогда он перекроет этот и начнет... Да, давайте теперь поставим и посмотрим, что будет. Так, я так пойду, и теперь у этих двух камней сколько свободных дыханий осталось? Одно. А можно ли увеличить, если мы сюда теперь за черных сходим, сколько станет теперь уже у трех? Получится... Давайте поставим. Теперь 3 бойца у нас стало у черных. Сколько у них у всех троих свободных дыханий? У них одно дыхание. Правильно. А у двух было сколько? 2. Нет, тоже одно. Тоже одно. И, соответственно, есть ли смысл? Нет смысла спасать этих двоих? К сожалению, они уже после этого просто погибнут.
Скорее всего. Вы были хорошими товарищами, но что поделать. Это ничего страшного. В данном случае это просто небольшая потеря. Теперь рассуждаем дальше. Если я, например, вхожу сюда, то я сразу себе ограничу дыхание камней, правильно? Если я поставлю сюда черный, то у С меня- одной стороны, правильно. С одной стороны, вы нападаете, ограничиваете, правильно вы сказали, свои дыхания, потому что у этого камня становится всего лишь два. Он только вроде бы появился, можно сказать, только родился на свет, был поставлен на доску, а у него всего два дыхания, хотя бывает 4. Да? Но с другой стороны, этот камень нападает на мой камень, у которого в данный момент тоже всего лишь Осталось одно одно дыхание. И мне нужно сначала подумать о защите своей какой-то, а уже только потом думать, а может быть напасть на вас или еще что-то. Поэтому вот в данном случае я не могу никаким образом нападать на этот камень, потому что, ну, например, давайте попробуем. Что вы будете делать, если я сюда Ну, пойду, я, собственно? естественно, поставлю камень вот сюда, Да, так. и все, мы Что нужно решили теперь сделать? забрать его и Совершенно положить верно. в свою коробочку. Да, вы съели первый камень. Поздравляю. Я съел первый камень у 14-кратной чемпионки Европы. Это вам не шутки. Да, и мало того, теперь два черных камня, о которых мы говорили, что они уже погибли в плену, они неожиданно спаслись. У них появилось... У них появилось дополнительное дыхание, когда мы сняли белый камень. Так что, ну давайте теперь я сюда попробую сходить. Буду продолжать надеяться на то, что все-таки, может быть, я смогу окружить как-то эти 3 камешка. Так, если я поставлю камень сюда, то у меня будет 1, 2, 3, 6 камней, да? Ну, даже 7, еще и Да, этот. 7, да, они объединяются, и у них будет 1, 2, 3 дыхания. Совершенно Ну, верно. для 7 камней 3 дыхания, наверное, Не нормально. так, но это лучше, чем одно. Да. В любом случае, 3 Да, больше, да. чем 1, это мы знаем точно. Давайте попробуем так. А теперь я буду тоже опять же защищаться. Казалось бы, я могла бы как-то попытаться продолжить атаковать эти камни и там закрывать свободное дыхание. Но у меня у самой опять же есть проблема. Эти 2 камня немножечко страдают. Сколько у них свободных пунктов? 2. 2. И если вы следующим ходом сходите сюда, мне просто некуда будет бежать. У меня здесь край доски. там Ребята обречены. Да, поэтому мне нужно заранее о них побеспокоиться. Я соединяюсь. Теперь вам неплохо было бы как-то увеличить все-таки количество свободных пунктов дыханий. Ну, давайте вот сюда его. А вот давайте считать, увеличится ли, если вы сходите сюда. Было 3. 1, 2, 3. Если вы сходите сюда, сколько будет? 1, 2, 3. Тоже 3. Значит, не очень удачный Да, ход. а если мы сходим сюда, Давайте считать. то будет 1, 2. Побольше, да? 1, 2, 3, 4 будет. Да, 4. побольше. Ну. Но можно еще сделать, это уже лучший ход в любом случае, чем этот. А можно еще сделать более такой хитрый ход, например, сюда. Вроде бы не увеличилось количество свободных пунктов, но я, например, сюда уже ходить вряд ли буду. Почему? Как вы думаете? Ну, потому что следующий мой ход забирает камень. Совершенно верно. Поэтому и здесь практически любой ход, ну, мне очень сложно становится атаковать вас, потому что я сама попаду, в свою очередь, под атаку. И вы можете здесь себе огораживать пространство, ту самую территорию. Давайте попробуем сейчас. Я вот здесь буду играть, а вы продолжайте усиливать. Вы, как бы, это называется непрямое соединение. Вот в данном случае, когда я играю сюда, этот ход бессмысленен. То есть по факту этот камень уже соединен с этими камнями. Хоть и не напрямую. Да, то есть, ну, и мне смысла ставить туда камень. Сюда нет. Да, Здесь потому уже что- бессмысленно. Давайте поставим вот сюда. Отлично. Да, давайте. 14 раз вы выигрывали Европу. Где еще сильно есть игроки в ГО, кроме России? Ну, если говорить о Европе, то это Франция, Германия, Румыния, Чехия, Великобритания, Польша. Довольно много в Европе стран, которые могут посоперничать с нами. Венгрия, опять же.
А если о мире говорить, то самые сильные игроки — это родоначальники игры Го. Го родилось много тысяч лет назад в Китае, потом серьезно развивалась уже в Японии, и, собственно, из Японии попала в Европу и в Россию, поэтому мы пользуемся японскими терминами. Само слово и название Го — это японское название. И самые сильные игроки на данный момент в мире живут в Китае, Японии, Корее. Это Юго-Восточная Азия. Да. Вы играли с японцами, корейцами, Конечно, китайцами? да. И как ощущения? Очень сильно играет, но иногда мы даже выигрываем. Такое тоже случается. Хорошо, продолжим. Продолжим. Опять же, давайте попробуем понять все-таки, что такое территория. Вот в данном случае, например, просто как пример, когда-нибудь мы будем продолжать так играть, и, например, получится вот такая позиция в конце партии. Черные огородили вот здесь какое-то пространство. Как вы думаете, есть ли мне смысл играть здесь? Нет. Ну, Потому что на любой мой ход, если я, например, скажем, пойду сюда, сможете вы его захватить, этот камень? ну, Не сразу, не обязательно сразу, не да. сразу. Мы его... Да, с любой фактически стороны. Если сюда, если я, например, сюда побегу, то вы куда пойдете? Я пойду Да. сюда. Да. И следующий ход, вот последний у меня пункт, мне даже сюда запрещено играть. Это еще одно правило, которое мы пока не упоминали. Это запрещенные ходы. Единственный фактически запрещенный ход в Го — это самоубийство. Очень такое гуманное правило. Самоубийство в Го запрещено. Самоубийство — это когда мы сами у себя забираем последнее дыхание. Вот в данном случае белые не имеют права сюда играть, потому что это последнее дыхание у двух камней. Белые не имеют права играть сюда, потому что изначально они ставят камень, и он уже со всех сторон окружен. И сюда тоже белые не имеют права ставить по той же самой причине, он уже целиком окружен со всех сторон. И вот в данном случае получается, что черные уже съели эти камни, и играть здесь нет никакого смысла. И когда мы знаем об этом, а мы уже об этом с вами оба знаем, я просто здесь не буду играть. И это вы тоже не будете играть, потому что это ваша территория. Да. А уменьшать собственную территорию тоже никакого смысла не имеет. Давайте посчитаем, сколько же здесь очков территории. Считаем мы внутреннее пустое пространство, а камешки в данном случае, они выступают как забор, так скажем, или как стена. Да. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 получается. Да, давайте покажем, наверное. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Это и есть территория. Вот здесь, например, у вас 7 очков территории, здесь может там быть 10, здесь там 15. И сумму, в конце концов, мы будем складывать, а у белых будет там здесь 10, здесь 15. И у кого в сумме получится больше очков, тот и победил. Поэтому главная цель игры — это огородить вот такие как можно больше территорию. Территория — это место, куда не может ходить противник. В заборах есть такая проблема — это дырки. И когда в них проникают кто-либо, то это нехорошо. Вот в данном случае, смотрите, у меня очень такой ровный забор идет. Здесь у черных тоже ровный. А вот здесь он вдруг обрывается. И получается, здесь у нас есть такой колышек, здесь забор, и я могу проникнуть в эту дырку и разрезать как бы вас. Получается, что лучше было бы продолжить этот забор. Вы продолжаете здесь огораживать, я чуть-чуть здесь огораживаю. А в данном случае вы ходите сюда, и этот один камешек будет окружен со всех сторон фактически моими камнями. Ему будет тяжело. Ну, а если я, например, допустим, так сходили, и я начну строить забор сюда? Сюда, да. Ну, смотрите, опять же, нужно не забывать, главная цель — это огородить себе как можно больше пространства или территории. Вот в данном случае вы огораживаете здесь одну линию всего, да? А здесь мы стараемся 2 линии огородить. 2 линии — это в 2 раза больше, в 2 раза больше, да. Поэтому обычно стараются на 3-й, 4-й линии огораживать. Поэтому можно так играть, безусловно, но не очень эффективно. Это не самый эффективный способ получается.
Если мы отвлечемся от той стороны доски, и я захочу поиграть на этой стороне. Ваша воля. Например, вот сюда я захочу поиграть. Давайте. Все-таки вам не дает покоя то пространство, где у меня стоят камни. Ну, давайте. А я тогда пойду к вам в гости. Так, хорошо. А теперь мы можем так медитативно каждый играть в своем месте. Вполне это возможно. Угу. Давайте я как-то все-таки отреагирую. Хотел еще один, ну ладно. Ну давайте сюда. Давайте. Теперь, пожалуй, я испугаюсь. Вы угрожаете меня разрезать вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 камней, отрезать от вот этой группы, от 5 камней, если сходите сюда следующим ходом. Так что я испугаюсь и так защищусь. Надо стараться свои камни соединять. Собственно, забор должен быть без дырок. Вот смотрите, у вас этот камешек сам по себе, да, и у него всего 2 дыхания. Эти 2 камешка тоже не очень если я соединены. постараюсь присоединить их. И к этим вот нужно выбрать. Можно попытаться этот камень, например, с этими 3 соединить. Не напрямую, Да, но вот через- помните, мы да. вот так вот соединялись, да? Можно? Через- через вот так. Отличный ход. Да. Теперь я снова, если... А давайте я схожу сюда. Ну, как бы Давайте. второй камешек, я так понимаю, я хожу сюда. Да, да. И второй Эх. камешек у 14-кратной чемпионки Европы. Это на всякий случай я напоминаю. Не просто так все происходит. Да, попыталась обмануть, но не тут-то было. И снова вы угрожаете моим камням. Снова не получилось я буду снова обмануть. защищаться. Все правильно. Так. А давайте здесь я нападу. Теперь я уже на этот Так, ну, камешек нападаю. Можно ли его спасти? Но это же не самоубийственный ход. Нет. если я схожу сюда. Но есть ли, Есть ли смысл, есть ли да. смысл, да. Вы, безусловно, сюда имеете Да, у право меня всего сыграть. 2 двух камней, дыхания, 2 да. дыхания. И я теперь хожу либо сюда, ну, например, сюда. Дальше есть смысл черным сюда играть? Нет, всего 1 дыхание. Потому что я тут же съем. Да. И, соответственно, лучше же отдать 1 камень, чем 2 или тем более 3. Да. Поэтому лучше его оставить пока. Или там можно сыграть сюда, Да, давайте например. сюда. И теперь вы тем теперь я самым угрожать нападаете, буду, и мне приходится прям с грустью. На самом деле, конечно, для меня с радостью я снимаю камень, тем самым спасаюсь, в том числе свой камень. Если я схожу, например, вот сюда, это же будет у меня продолжение вот этой стены, Да, правильно? да, по сути, да. Можно и так сделать. Давайте я этот камень постараюсь еще. Вот, кстати, вы сказали, что брат у вас начал сначала, не вас? Был момент, когда вы в первый раз обыграли брата? Была самая первая такая забавная немножко история, когда я пошла впервые играть в ГО, пришла в клуб, и буквально я знала немножко правил, потому что мы дома с братом играли как-то. И буквально на следующий день мне сказали, что в Челябинске будет проходить чемпионат города, и мне разрешили поучаствовать в нем. Человеку, который, вот как вы, впервые узнала, можно сказать, увидела, и на следующий же день сказали, что можно поиграть в турнире вот примерно в таком же. Я была рада, естественно, пришла, участвовала. Меня поставили где-то там во 2-м туре играть с братом. Конечно же, я проиграла. Потом мы сыграли еще несколько туров, и оказалось, что мне больше просто не с кем играть. Я настолько слабее всех играла, что меня поставили снова играть с братом. И я сказала: Саша, моего брата тоже зовут Саша, ну, ты же 1 раз уже обыграл меня. Будет честно, если теперь выиграю я. Он сказал: нет. Мы будем играть честно, и, конечно же, обыграл меня во 2-й раз. С тех пор я обиделась и сказала: ну все, я больше тебе проигрывать не буду. Конечно, еще какое-то время проигрывала, но догнала через пару лет, и потом перегнала. Так что в каком-то смысле, вот, может быть, если бы он тогда согласился мне проиграть, может быть, я бы и не стала так сильно играть. Ну, вот так, если я схожу. Отличный ход. Он, с одной стороны, укрепляет ваши камни, с другой стороны, нападает на мой камешек, и еще и так говорит: мы сейчас построим мостик и соединимся со всеми камнями. Ну, давайте я
буду защищать свой камешек. Но мы попробуем воссоединиться с... Так, а вот как? Вот можно? Ну, давайте так, хороший ход тоже. Я попытаюсь все-таки порезать. А я вам не дам, если поставлю камень сюда. Отлично, да. А я схожу сюда. Нападу на ваши два камня. У этих двух камней 3 свободных дыхания. Нужно выбрать, какое из них эффективнее закрыть, перекрыть. Да, как-то. Да, ну правильно. Я вот то, что я сделал, это неэффективно, потому Почему? что... Ну, а вам тут и развиваться-то было некуда. Так, Если правильно. я перекрою здесь, то есть вы можете развиваться сюда, можете развиваться сюда. Поэтому мне надо перекрывать какое-то из этих. Лучше перекрывать вот это, потому что, развиваясь сюда, есть опасность, что вы с этими ребятами соединитесь. Гениально! Как? Абсолютно верный ответ, абсолютно, да. Отлично. В данном случае, если вы сходите сюда, я побегу, вынуждена просто бежать в эту сторону, но тем самым черные 3 камня начинают страдать. А если вы ходите сюда, то действительно, ну давайте я все-таки сюда сыграю. Попробую убежать, у меня вариантов немного, сюда или сюда, но я выберу сюда. Вы выберете сюда, а я тогда вам... И надо как-то продолжать меня атаковать. У меня опять снова 3 свободных пункта. Так, если я перекрываю здесь, вы попадете вверх. Да, И соединитесь с вот этими товарищами. скорее всего. Они А здесь если- неподалеку. Да, поэтому... А я здесь соединюсь с вот этими. Поэтому я, наверное, сюда. Вот. Да, я все-таки буду надеяться убежать. Хоть куда-нибудь. И теперь у меня всего 2 уже даже дыхания остается. Все меньше и меньше. Сюда попробуйте. Так. Ну, давайте последнее закрою. Можно сказать, последнюю попытку сделаю как-то убежать. Ну и я вас перекрою. Что нужно теперь сделать? И раз, два, три, четыре, 5 камней. Да, они ваши. 5 честно- камней у честно. вице-президента Российской Федерации ГО. Только что мы забрали. Мне эта игра с каждым разом все больше и больше Вкуснее и нравится. вкуснее, да, становится? Отлично. Я теперь буду, наверное, постараюсь более спокойно сыграть и как-то огородить себе побольше. Вот это я хочу себе вот это забрать все. Говорю, это мое Мне надо пространство. вам этого не дать сделать. Ну, снова хотите все разрушить. Поэтому Как же я так? вот пойду вот сюда. Хорошо. А я буду защищать, закрывать дырочки, куда вы могли бы проскользнуть. А если я пойду... А куда я пойду? Вот, уже сложно, да, становится? Да, Примерно теперь- в такой же ситуации, как я здесь была, пространства нет. Так вы здесь попадаете. Если начинаете здесь играть, где кругом мои заборы стоят, то уже прям страшно играть. Так, тогда, может быть, мне попробовать свое Правильно. построить. Стратегически абсолютно верное решение, в том смысле, что лучше всего играть как бы в пространстве, которое еще не разыграно. Непонятно, чье оно, черное или белое. Ну, давайте я пойду, например, сюда. Я бы, конечно, еще полчаса назад сказал бы, ну, конечно, и сходил бы сюда, но вы тут меня перекроете и заберете мой камень, поэтому делать я Да. этого не буду. Я скажу, ну, давайте сюда. Давайте. И мы так вот спокойно, каждый строим свой забор, аккуратненько. Никому не мешаем. А если я все-таки захочу помешать Давайте и попробуем. поставить свой колышек вот сюда? Александр, вы точно не играли в Го? Я первый раз. Потому что это очень хороший ход, в том смысле, я ожидала, что вы сходите сюда, честно говоря, ну, чтобы Ну закрыть, да. И я тогда тоже закрою свой, и мы так ровненько построили заборчик. Но вы делаете абсолютно правильный ход. Сдвигая мой забор. Почему? Я же сюда могу сейчас ходить или не могу? Нет, это же самоубийство. Ну, следующим ходом Да, вы меня да. съедите. Это не совсем самоубийство, Ну, это но по бессмысленный ход, да. подстава. И поэтому мне приходится как бы мириться с тем, что мой забор будет меньше. Приходится закрывать таким образом. Что я сейчас делаю? Я нападаю на ваш камень. Вам придется защититься. Да? Таким образом. Да, абсолютно верно. Но теперь вот этот мой камень, он тоже находится в опасности. Если я здесь не буду играть, то черные Его хитрым образом сходят сюда. И у белого камня останется всего одно дыхание.
И получится такая ситуация. Как вы думаете, если я побегу, смогу ли я убежать? Такая классическая позиция на Нет, доске. я начну уже догонять. Давайте покажем всем зрителям, потому что, может быть, не все так хорошо понимают, как вы сразу же. Так, я сюда, Я снова сюда. я сюда. Я снова сюда. И я вам сейчас перекрою кислород. Да, да, и все мои все камни вот эти камни. погибнут. Поэтому я, зная вот это все, изначально просчитав этот вариант, вынуждена защищаться. И получается, что вместо того забора, который должен был быть вот таким образом построен, да, изначально, когда я говорила, что вы, скорее всего, сходите сюда, а я сюда, а вы хитрым образом построили вот так. И у вас получается, у вас такой же забор, а у меня он сдвинулся на 2 пункта сюда. И получается, что количество очков территории у меня уменьшилось на 2 пункта вот на эти свободных. То есть на 2 очка меньше у меня стало. Это прям отличный ход. Вы меня восхищаете. Очень, очень приятно такое слышать. Давайте мы оставим вот этих товарищей. Если, например, пойду вот сюда. Давайте попробуем. Я с этой стороны буду их окружать. Здесь, опять же, им, конечно, сейчас уже видно, что тяжело. Потому что вокруг сплошные белые камни, мои заборы, а всего 2 маленьких черненьких камня. Но мы можем же им дать товарищев подмогу. Давайте попробуем. Не помог им товарищ. Ну, им, наверное, стало веселее, но ненадолго. Ну, давайте вот сюда попробуем его. Давайте. И опять же мы прибегаем к первой линии, на которой очень тяжело спасаться. А если я схожу вот сюда? Хитрый ход. Тем самым вы угрожаете моему камню, да. Но я вижу это, поэтому я окружаю все 4 камня, снимаю их с доски. И поэтому тем самым, в том числе, мой белый камешек, который был раньше в опасности, освобождается и начинает дышать полной грудью. Да? Давайте потихонечку. вот так, если я схожу. Ну, давайте. Не знаю зачем, но потом Ну, пойму. я так подозреваю, что вы атакуете мой камень. Видимо, да. И каким-то образом еще стараетесь соединиться с этими 2 камнями. Ну, давайте попробуем. Игра заканчивается в тот момент, когда закрыты все клетки. Когда мы понимаем, что ходы бессмысленные. Вот, например, мы, помните, здесь рассуждали, что бессмысленно там было в какой-то момент играть. Или вот здесь, как вы думаете? Вот белые здесь явно огородили 9 очков территории, да? Вот вы будете здесь играть? Нет. Потому что я очень легко вас окружу и съем, правильно? И вот когда мы поймем, что любой ход на доске бессмысленный, для меня, например, тоже бессмысленно здесь играть. Да? Ну, тоже зачем? Он уже фактически мертвый. Тогда мы говорим пас, тем самым пропускаем ход. В принципе, мы в любой момент можем пропустить ход. Это не запрещено. Другое дело, что смысла в этом, кроме как при окончании партии, нет никакого. Вот я так понимаю, что мне сейчас вот этого, ну, например, если я такой, мне не нравится эта дырка, если ставлю ее сюда, мне смысла нет, потому что я лишаю себя очков. Да, 1 очка, совершенно верно. А То чем есть- она вам не нравится, эта дырка? Ну, просто чисто эстетически. Смотрите, здесь у нас уже выглядит как все разыграно. С первой линии и до этой первой линии вот так, оно все закрыто черными камнями. Если я попытаюсь куда-то сюда сыграть, вы съедите меня. Если я попытаюсь сюда сыграть, вы тоже меня съедите. Здесь нет ни одной дырочки, здесь уже все закрыто. А вот с этой стороны у нас еще пока непонятно. Здесь не разыграны очки, здесь как-то не разыграно, непонятно. А Здесь вот пока если еще я непонятно. сюда-то встану. Вот совершенно точно такой же ход, правильно. Я тоже вынуждена защищаться, хоть и нападая на вас сейчас, но тем не менее защищаться. Угу. Я потом... А куда это? Ну, вот сюда. Я на что сейчас я нападаю? На какой камень? На черный. Да. Вот этот. Значит, Ну, его они и все нужно черные, защищать. Его надо защищать. Давайте вот так вот защищать. Так, а теперь я тоже защищаюсь. Этот свой камень, чтобы вы мне не отрезали, тоже защищаюсь. И теперь у нас осталось не разыграно здесь, потому что я, например, могу же сюда сыграть, и у вас станет меньше очков, правильно? И не разыграно здесь. Я тоже могу сыграть сюда, и если ваш здесь камень будет стоять, это будет ваша территория. Если я сюда схожу, это, ну, так скажем, ничейная, скорее всего, будет. Вот нужно выбрать куда-нибудь, где вам больше нравится.
Ну тут вроде как Здесь, побольше. да, перспективнее выглядит. Нет, прям сюда. Закрываем заборы, просто строим, да. Я сюда схожу. Я же могу поугрожать. Поугрожать всегда можете, конечно. Но смысл есть и в этом? смысл. Если вы поугрожаете, я съем. Если я схожу сюда, Да, я лишу вас камня. совершенно верно. И вот тут мы пришли, можно сказать, к последнему существующему правилу в ГО, которое называется ко-борьба. В чем смысл? Смотрите, вы только что съели камень. При этом у этого вашего камня тоже одно свободное дыхание. Я, казалось бы, могу его тоже съесть, правильно? Ну да. Съедаю. И Но тогда я и мы ставлю так с вами будем, пока, ну я не Пока не знаю, закончится камень. пока не закончится камень. все съедать. камни, причем Да. с турнира. Абсолютно верно. Поэтому есть такое правило, оно подразумевает запрет повторения позиции. Вот вы только что съели, была такая позиция, вы только что съели, и поэтому, чтобы не повторять позицию в целом на всей доске, я не имею права съедать прямо сейчас. Но при этом я могу сыграть где-то в любом другом месте. Ну, например, я могу сыграть сюда. Я угрожаю сейчас съесть этот ваш камень. Вы отвечаете, да, И в вы свою едите очередь. вот это. И тогда глобально на всей доске ситуация изменилась. И я могу теперь сыграть сюда. В свою очередь сейчас вы не можете тоже здесь сразу съесть этот камень, но можете сыграть в любом другом месте, угрожая мне чем-то. Если я там отвечу, то тогда сможете тоже съесть мой камень. Ну а вот куда мне тут уже? Ну, в данном случае, честно говоря, здесь угрожать особо нечему. Можно просто, ну, сыграть, например, сюда. Ничего страшного, что я... В данном случае я даже не могу здесь соединиться. Почему, кстати? Вы видите, если я сюда пойду, что произойдет? У вас останется... Последнее, да, последнее дыхание, и это опять же будет не самоубийственный ход, потому что он окружает все вот эти камни. Поэтому я вынуждена сначала сыграть сюда, чтобы у меня в будущем была возможность спасти мой камень, соединившись. У нас поменялась ситуация на доске. Совершенно верно. Я Да, могу. да. Вот, но я теперь снова нападу на этот камень. Говорю, ну, хотите, можете защититься, но тогда я съем здесь. Этот больше. На самом деле здесь разыгрывается всего один камень, а здесь сразу два как минимум. Поэтому это, да. Ну, Да, я так, вот либо так вот. можно съесть, все равно. Ну, давайте я Давайте. позащищаю. Давайте. А если я... А есть ли смысл? Нет? Я как-то отреагирую здесь Нет. на этот ход? Нет. Но в данном случае это будет ваше очко. Да, у меня есть. Ну и что мне тогда? Есть один хитрый еще ход. Можете сыграть сюда, например. Почему? Если я сейчас буду здесь защищаться, то тогда у всей вот этой вот большой-большой группы останется всего два свободных дыхания. Вы сходите сюда, и у меня одно всего уже осталось дыхание. Если я сюда схожу, то вы сможете окружить вообще вот эти все камни, и, конечно же, тогда выиграете эту партию, потому что, ну, это огромная часть доски. И поэтому на этот ход я вынуждена защититься сначала. И вы снова можете съедать этот камень. Давайте продолжим. Давайте. собирать У нас камни. недолго осталось таких возможностей. В какой-то момент угрозы тоже заканчиваются. Как вот вы видите, что не всегда возможно найти, но у меня вот еще такая есть угроза. Сейчас я тем ходом угрожаю разрезать и съесть все эти камни. Поэтому вам придется, Мне придется... ну, даже чуть-чуть хитрее, вот сюда. лучше так, да, защититься. А, И сейчас эти уже у тоже. вас, к сожалению, нет больше угроз на этой доске, на которые я бы ответила. Есть только два пункта, которые называются нейтральные. Эти ходы никому не приносят ни одного очка. Можно сказать либо пас, пропустив ход, либо закрыть этот камень. Давайте закроем. В конце концов, их все равно нужно будет закрыть. Я закрываю здесь. И остался последний такой нейтральный пункт здесь. Все. И вот теперь, на мой взгляд, продолжать играть здесь нет смысла никакого. Если я буду где-то играть, я могу только ухудшить свою позицию. Поэтому я говорю пас. Если вы также считаете, то вы тоже говорите пас,
И на этом игра заканчивается. Мы собираем пленные камни. Пленные камни — это те камни, у которых нет шанса как-то выжить. Вот, например, у этого камня я ничего не могу сделать. Сюда я, в принципе, не могу сходить. Это запрещенный ход самоубийства. И такие камни, они снимаются с доски просто и добавляются к съеденным во время партии другим камням. Ну, давайте попробуем. Мне просто, Давайте, просто да, интересно. чтобы было... Вот так я хочу сказать. Давайте. Я отвечу. Пойдем в параллель. Так. Угу. Буду разрезать, отрезать друг от друга ваши камни. Если я скажу сюда. Угу. Я говорю, все равно не дам соединиться между собой. Если я скажу да, есть ли в этом смысл? Ну, давайте посмотрим. Угу. Ну, давайте. Я даже отвечу тоже. Ну, давайте сюда скажу. Что Давайте. Я съем. Я окружаю эти 3 камня и снимаю с Ой, доски. как жалко их. И теперь еще у этих 4 камней тоже одно всего дыхание. свободное дыхание одно. И ходить сюда, ну да. можете сходить, но и Тогда опять же... будет, я больше камней потеряю. Да. Есть такое понятие «живые группы». Сейчас я... Вот в данном случае эту группу мы называем мертвой, потому что мы ее очень легко можем окружить и съесть, и снять с доски в конечном итоге. А вот такая группа с так называемыми 2 глазами. Что такое глаз? Это окруженное пересечение, 2 окруженных пересечения, разделенных между собой перегородкой. Почему она живая? Белые сюда имеют право сыграть? Нет. Не имеют, это самоубийство. А сюда? То же самое. То же самое. И, соответственно, эту группу, если черные сами по какой-то неведанной причине не сходят сюда или сюда, ее невозможно ни при каких обстоятельствах окружить никаким образом. И это называется живая группа. Вот если вы можете на территории противника в теории построить такую группу, то можно пробовать играть. Если нет пространства недостаточно, а вы видите достаточно большой кусочек доски нужен, чтобы ее построить, то играть там особого смысла нет. Вот у нас была, напомню, такая позиция, вот такая. Вот я смогла уместить здесь эту живую группу, но, конечно же, я буду отвечать на ваши ходы. Поэтому вряд ли здесь возможно ее построить. Ну, давайте я скажу пас. Я тоже считаю, что некуда, и тоже говорю пас. На этом, собственно, игра, такая активная часть заканчивается. Мы должны снять пленные камни с доски. Вот ваш пленный камень, который вы окружили, я не могу никак спасти, это этот камень. Просто снимайте и кладите к пленным. И вот этот камень. То же самое. У меня вот эти 4, получается, их никак нельзя спасти. И вот эти я, кстати, у вас брала, когда здесь строила. И вот эти 4 камня тоже пленные, их тоже снимаю. Теперь мы берем свои съеденные эти камешки и в произвольном порядке выставляем на территорию противника, тем самым уменьшая ее. В моем случае это территория черных, это здесь 3 очка и вот этот. Я могу откуда угодно начинать выставлять, просто уменьшать ее этими камнями. А вы, в свою очередь, здесь уменьшаете мою территорию. Да, как вам душе угодно, выставляйте. Отлично. И теперь, вот смотрите, я поставила таким образом, просто для того, чтобы было удобнее считать. Мы посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 линии по 6. Это 12 очков, 13, 14. Теперь у белых. Можем считать вот так по одному, но это как не так наглядно. Поэтому чуть-чуть мы вот так сдвинем тоже, чтобы был квадратик какой-то или прямоугольник. Чтобы было чуть-чуть удобнее считать. Вот таким образом. Вот, в принципе, расстановка Количество камней, да. свободных пунктов не изменилось, а просто для наглядности, для удобства мы их можем как-то переставить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 линии по 7. 3 на 7 это 21. 22 очка у белых, а у черных 14 очков. Получается, белые выиграли, да? 22 минус 14. 8 очков. Спасибо за игру. Спасибо вам большое. Но это оказалось, честно скажу, гораздо проще, чем я думал. Спасибо вам большое. Ну что, дорогие зрители, я надеюсь, вам было интересно. Попробуйте теперь испытать, что такое Го на себе. Всего доброго.